В этот раз хотел поговорить про такой канал, как Огуз Дуган. Это тюрколог, у него мама казашка, сам он с Турции, его интересует все, что связано с культурой тюрков, тюркскими языками. Но сейчас он особенно болеет за Казахстан, за казахский язык. Я первый раз услышал про него, когда он проходил разные суды, он судился с разными казахстанскими компаниями, например, Казкомбанк, Евразийский банк, Эйр Астана. Везде, где его не обслуживают на казахском, он требует по закону, чтобы его обслужили на казахском. И когда у него были какие-то суды, он их выигрывал, ему приносили извинения и признавали то, что да, действительно, по закону, заң бойынша, қазақша қызмет ету керек, да, нужно оказывать, если обратились на казахском, нужно оказывать услуги на казахском. И что самое интересное, сами казахи спрашивают у него, там, которые работают в организациях, там, банкиры говорят: вы говорите на русском? Вот так говорят. Нет, я, конечно, понимаю, у нас два языка и все такое, для нас это больная тема, но, тем не менее, этот турк нас, казахов, учит любить собственную культуру, свой язык. Вот смотрите, как он выигрывает здесь суд. Здесь он выигрывает суд против Эйр Астаны в 2017 году. Вот смотрите, действительно, они выиграли суд, и они радуются, то, что у нас в стране работает закон. Вот смотрите. Осылайша қоғамда тіл жанашырларының дегбірін қашырған сот отырысы ақыры Огуз Дуганның пайдасына шешілді. Тараптар шешімей. Многие называют его провокатором, называют его там, что он специально находит там каких-то русских и говорит им типа «казахша сөйле». Ну, наверное, здесь как-то можно так сказать, но, во-первых, он приходит в учреждение. Он приходит не просто к какому-то человеку там, к русскому подходит, он приходит в какой-то банк, например, да, или, например, там в автобусе, да. Ну, здесь сложно сказать, здесь спорный момент, но я хочу сказать то, что вот тоже пример, да. То, что кондуктора спросили в Павлодаре на казахском, она начала тоже тут же агрессивно реагировать там. Ну, это типичная русская реакция. Я считаю, что с языком нельзя вопрос ускорять, но, например, вот тоже в этом видео видно то, что сами казахи говорят типа «орысша сөйлемей себе». То есть казахский язык есть, но официальный типа это русский язык. То есть типа все запросы официальные, серьезные, идут на русский. Вот здесь вот в магазине. Ну и вот такие вот, да, моменты. А вот это вот есть такие вот люди, как у нас Константин Чеванов, я вообще первый раз его вижу. Вот Огуз Дуган его снял на видео. Проводник говорит қазақша. Мемлекеттің заңдарын сыйлап, адал таза жолда жүретін азаматтардың бірі. Мен сферасында жұмыс істеймін. Поэтому енді оқып жатырмын. Өте дұрыс. Көрдіңіз бе, білмесе де талпынып жатыр, оқып жатыр. Атыңыз кім еді? Константин. Құттықтаймын сізді. Көп жасаңыз. Бар болыңыз. Осындай азаматтарды көрдік, Құдайға. Вот смотрите. Шүкір, осы Константин мырзаны үлгі ретінде көрсетіп, барлық өзге ұлттарды қазақ тіліне тартуымыз керек. Вот, то есть я не знаю, нельзя назвать Огуз Дугана провокатором. Он не провокатор. Огуз Дуган провокатор емес, ол, так сказать, показывает нам пример, что мы действительно должны быть больше казахами. Да? Я сам тоже под его влиянием я начал к своему языку относиться серьезнее. Я начал к своему языку относиться реально как-то посерьезнее, да? То, что это не просто там какая-то там белиберда, это наш язык. Мемлекеттік тілі. Здесь вот самое интересное, один тут русский начинает, записал то ли на WhatsApp, то ли куда, записал ему ответ. Вот это вот типичное русское, когда их начинают прижимать как-то, они тут же начинают насчет языка, там типа дружба народов,
казахи пока говорят на русском, они типа наши, они хорошие, типа, да? А как только казахам стараются национальное чувство как-то разбудить, то это тут же считается типа национализм, нацизм, да? Вот послушайте, как он здесь матерится. Какой-то тут русский прислал ответ Огуздоган на WhatsApp, смотрите. Завязывай, пиздуй к себе на родину и там смуту уводи, понял? Вот если ты где-нибудь в Таиланде попадешь в больницу, и посмотрим, как ты, блядь, прекрасно заговоришь на русском или на английском, чтобы тебя вылечили. Ты же, сука, блядь, пиздец, блядь, как орешь казахша, на турецком. Как миленький заорешь на русском или на английском, чтобы тебе, блядь, помогли. Дай бог тебе это, чтобы ты где-нибудь в больницу попал. И послушай сюда, слышишь? Ты, Огуст, Доган, Дгын, блядь. Слушай, ты, блядь. Я лично, твой схрен, я бы ебало тебя разбил. Ну ты тебя пидор по жизни, сука. Блядь, тебя трогать нельзя, сука. Ментовская рожа ты, чмо ебаная, блядь. Ну и ему даже сами казахи пишут вот такие вот плохие всякие комментарии, типа урускул малсын, Түркия ракет, типа того пишет. Но все равно он любит Казахстан, он любит казахскую культуру, он реально показывает нам, казахам, то, что мы должны быть вот такими вот. Мы просто привыкли, что вокруг на русском все вот это вот. Привыкли, что все, что мы как колония Рашки смотрим их каналы, блин. Я почему все эти видео записываю про Рашку? Я показываю то, что Рашка это не пример для подражания. Рашка вообще не пример для подражания. Не нужно смотреть на Рашку. Россия это страна, которая все в говне. И мы тоже за ними идем в такую же пропасть. А Огуздоган пытается нам показать альтернативный путь. Я не то, что я за тюркизм, за туран. Нет, просто нужно определенную дистанцию держать с Россией. Особенно после их слов, после их высказываний. То, что они говорят, там Никонов Казахстана не было, подарок России, блядь. После этого Башко, смотрите, сентябрь, Башко. Декабрь, это Никонов. Еще Жириновский там что-то говорил. Путин говорил в 2018 году. Это не один человек. Они на всех уровнях так думают. И вот это вот то, что он здесь говорит, то, что там Огуздоган провокатор такой, это только доказывает это. Я говорю, дружба народов у русских это чисто когда все по-ихнему. Когда все на русском, тогда да, тогда хорошие, да. Как только там чеченцы начинают свою национальную культуру показывать, тут же они какие-то, ой, непонятные, какие-то дикари, да. Но вашей империи недолго осталось. Поэтому я хочу сказать, то, что Огуздоган, я его поддерживаю, Огуздоганды қолдаймын. Сізге Алла риза болсын. Так что подписывайтесь на канал, обязательно смотрите, да. У него интересные видео бывает, да. Он записывает интервью с турками другими, комментарии, ответы записывает, очень интересно. Показывает альтернативную точку зрения. Но в основном у него, конечно, направленность защита казахского языка, казахской культуры. И он показывает, что и турки, которые живут в Турции, тоже заинтересованы в нашей культуре. Они, как сказать, они говорят казахша. Да, много есть интервью, где вот турки говорят спокойно. Турки говорят спокойно казахша. Наши языки похожи. Вот, есть еще и вот такие вот депутаты. Он не то, что он провокатор, смотрите, есть и такие депутаты. Владимир Чепель. Вот такие есть, которые спокойно говорят. Қазір уақытта мен өз тарапынан бір ұсынысым бар. Қаншама жиналысқа барасың, облыстық басқармаларға кіресің, Нұр-Сұлтан қаласына бардық, Алматыға кірдік. Өз әріптестер, мемлекет қызметшілер орысша сөйлейді екен. Так что я не знаю, сложно назвать его провокатором, потому что он показывает не только это какие-то негативные стороны, он показывает еще и позитивные стороны, да? Его сложно назвать провокатором, потому что он показывает, что и такие русские есть. И я тоже в предыдущих видео показывал. Есть и нормальные русские, есть и такие. Не только есть всякие ватники типа Башко, есть и другие русские замечательные. И я тоже не хочу, чтобы какая-то вражда была. Но указывать на реально толстые ошибки Рашки, указывать то, что где у Рашки жопа в говне, это, думаю, нужно. Вот в предыдущем видео я показывал то, что в России умер человек.
В больнице, просто потому что врачи на него смотрели и не оказывали помощи. В больнице умер. Как это так? Донбасс тоже. Я уже про это другие видео снимал. И вот хочу просто показать то, что Огуз Доган это не провокатор. Огуз Доган показывает и позитивный пример. То, что в Казахстане казахский язык должен быть главным. А где он еще будет главным, скажите мне?